Hi all, dear friends and colleagues. St. Petersburg's Central City Children's Library by the name of Alexander Pushkin congratulate with International Children's Book Day. And we are glad to take part in a big flash mob. So, let's begin read in Russian. Жажда слов. Питер Светина. Там, где я живу, растения зеленеют в конце апреля-начале мая. И вскоре их заселяют коконы бабочки, похожие на комочки хлопка или сахарной ваты. Маленькие личинки пожирают лист за листом, пока кусты полностью не обнажатся. По завершению превращения в бабочек они разлетаются, однако кусты не уничтожены. С приближением лета они вновь становятся зелеными. Таков мир поэта и писателя. Они изъедены, истощены и обескровлены своей прозой и поэзией, которые, выйдя из-под пера, улетают, перемещаются в книги и находят своих читателей. И это повторяется снова и снова. А что же происходит с этими стихами и рассказами? Я знаю мальчика, который перенес операцию на глаз. В течение 2 недель после операции ему было разрешено лежать только на правой стороне. А также ему не разрешалось ничего читать в течение месяца. Когда через 1,5 месяца он наконец смог открыть книгу, ему казалось, он вычерпывает слова из миски ложкой, как будто он их ест. Еще я знаю девочку, которая выросла и стала учительницей. Она сказала мне, что дети, которым родители не читают, совсем нищие. Слова в поэзии и рассказах – это пища. Но пища не для организма и не та пища, которая может наполнить наш желудок. Это пища для души. Когда человек голоден или испытывает жажду, его желудок сжимается, а во рту пересыхает. Он ищет что-нибудь поесть, кусок хлеба, миску риса или кукурузы, рыбу или банан. И чем голоднее он становится, тем уже становится его фокус. И он не видит ничего, кроме той пищи, которая могла бы его насытить. Жажда слов проявляется по-разному, как мрачность, забывчивость или высокомерие. Люди, страдающие от такого рода голода, не осознают, что их души дрожат от холода, что жизнь проходит мимо. Они этого не замечают. Такой голод можно восполнить поэзией или рассказами. Но есть ли надежда для тех, кто никогда не баловал себя словами для утоления этого голода? Есть. Мальчик читает почти каждый день, а девочка, ставшая учительницей, читает рассказы своим ученикам каждую пятницу, каждую неделю. А если она вдруг забывает, то дети обязательно ей напоминают об этом. А как насчет писателя и поэта? С наступлением лета они снова зацветают. И снова они будут истощены своими рассказами, историями, стихами, которые затем разлетятся по всем направлениям. Снова и снова, снова и снова.